Бизнесмен Дмитрий Фирташ лишился одного из своих предприятий в Таджикистане. Власти республики конфисковали швейные предприятия «Гулистон», которые олигарх приобрел в начале 2000-х годов. Экономический суд города Душанбе, указывая на непонятные нарушения в условиях договора по приватизации, конфисковал фирму в пользу государства. Во-первых, суд рассмотрел дело без присутствия собственника, что само по себе является незаконным. Во-вторых, они ссылаются на странный пункт договора, согласно которому собственник предприятия должен привлечь на работу не менее 2000 рабочих. Я им объяснил, что компания ежемесячно объявляла вакансии, но люди не приходили. Суд практически вышвырнул на улицу 600 сотрудников швейного предприятия. Компании больше не существует. Помимо этой фирмы, чиновники хотят отобрать еще одно предприятие Фирташа – Таджиказот. Завод считается одним из крупных в республике. Истинной же причиной фактически рейдерского захвата имущества украинского бизнесмена эксперты называют подходящий момент. Во-первых, Фирташ сейчас под арестом, а во-вторых, в этих предприятиях присутствуют значительные доли акций опального таджикского бизнесмена Зайда Саидова, с которым у властей Таджикистана свои счеты. Проблемы с таджикскими властями у Зайда Саидова возникли год назад. В апреле 2013-го бизнесмен объявил о намерении создать новую политическую партию. Сразу после этого на Саидова было заведено несколько уголовных дел. Через месяц бизнесмена арестовали и после полугодового показательного суда дали срок в 26 лет. Это просто и политический заказ, и рейдерский захват имущества известного и успешного бизнесмена, который пошел в политику, который посмел заявить о легальном вхождении в политику, о решении создать собственную независимую партию. Конечно, власти этого серьезно испугались, потому что у власти находятся люди, подобранные исключительно по принципу личной преданности и происхождения, такого же происхождения, как и президент страны. Сейчас власти Таджикистана приступили к масштабной конфискации состояния бизнесмена. Накануне экономический суд города Душанбе признал незаконным приватизацию ряда объектов стоимостью около 10 миллионов долларов. Еще ранее Верховный суд республики конфисковал квартиры бизнесмена, где живут его дети и близкие родственники. Кроме того, власти начали преследовать и адвокатов бизнесмена. Несколько недель назад одного из его защитников арестовали и поместили в тюремный изолятор. Другому же угрожают расправой. И буквально вчера, как после работы я пришел домой, мне сообщили, что днем к моему дому подъезжала неизвестная машина. В машине сидели 2 человека, которые наблюдали за моим домом. И кто туда заходит. И когда вышли мои дочки играть на улицу, они вышли с машины, сфотографировали моих детей и, сев в машину, уехали. День ото дня, как мы чувствуем давление и угрозы в свою сторону все больше и больше. Между тем, стало известно, что в середине апреля в Верховном суде начнется рассмотрение кассационной жалобы Зайда Саидова. Адвокаты бизнесмена сообщают, что судебный процесс, как и прежде, будет проходить в закрытом режиме на территории следственного изолятора. Аналитики называют уголовное дело в отношении опального бизнесмена политическим и скептически относятся к положительному разрешению дела.